Короче, ребят, я кашеварю. Тут у меня окунь. Окунь, вот щука. Вот, щучья голова-то есть. Вот она. Картошка и еще тут 2 окуня. Тут еще живой. Целости, сохранности. Ну вот, ребят, первый снег. Наконец-то. Вот он. Живой еще, что ли? О, просто погреться еще. Я ничего кипятить не стану. Мне надо чуть-чуть руки погреть. Есть контакт. Боец. Боец. На мой вызов прилетел. Хорошо сел так. Четко. Ну и охотник. Шуму сколько, блин. Так. Вон он. Есть контакт. Ага, самец. Ну вот, ребят, очередной рябчик. Прошел буквально 100 метров. Ну, дай, думаю, посвищу. Начал свистеть и услышал где-то какой-то вот похожий на рябчика. Потом еще и все, я слушал звук крыльев. Сразу он начал подлетать. И все, наш с добычей. Надеюсь, не последний. Идем дальше. О, наконец-то, ребят. Я возле избушки. Все. Шабаш на сегодня. Сейчас время посмотреть надо. Сколько там набежало уже времени. О, кайфую. Я кайфую. 3 часа 20 минут. Ё-моё. Так, ладно, сейчас затоплю печку. И бытовым делом надо заниматься. Раскалю дрова. Раскалю дрова. Сухие. Сейчас затопить и на утро. Так. Потом мне надо еще разделать вот это сегодняшнюю птицу. На рыбалку сегодня я точно не пойду. Жерлицы сегодня не буду проверять. Надо что-нибудь сварить еще. Через час все уже тьма будет. Так что быстро надо все это делать. Самое главное, в избушку до темно успели. Это самое главное, ребят. Вот не люблю. Я не люблю, когда под фонариком надо идти. Еще. Вот. Нет. Лучше вовремя прийти в избушку и отдыхать. Еще дел не проворот, блин.
Короче, ребят, я кашеварю. Тут у меня окунь. Окунь, вот щука. Вот, щучья голова-то есть. Вот она. Картошка и еще тут 2 окуня. Вот такой наборчик. Заливаем водой. И будет уха. Я этой рыбы наемся на целый год. Вот решил сегодня уху сварить. Посуду помыл. Здесь у меня получается внутренности собираю. Остатки картошки, там 5 штук осталось, может еще сварю. Вот это морковь, там еще что-то там в уху я никогда не добавляю. Это для жарения картошки брал. С картошкой иногда бывает добавляю морковь. Ну и рыба еще тут у меня ого-го. Так что хватит, достаточно. Все, сейчас я добавляю растительное масло, ложки 2. И посолить еще надо. Целая кастрюля ухи будет. На улице дождь пошел. Сегодня я не знаю, который раз уже начинался. Вот столько добавляю соли. Но это на вкус. Там кто что, сколько добавляет. И растительное масло на скидку. Вот так. Вот и все. Вот вам и уха. Сейчас буду поставлю на огонь. Здесь в ящике у нас получается макароны, чай немножко, там еще чай, сахарный песок, конфеты, ну это конфеты уже старые, пачковый суп, скотч даже там есть, чага. Ну, здесь пока антикомарин, вот этот раптор тоже оставлял, он там еще есть. Как бы здесь еще более-менее не крадут, а на первой избе постоянно продукты там берут, уносят. Вот. Спички, все есть в наличии. Скажем, переночевать. Сейчас я буду рыбу есть. У меня целая сковорода рыбы еще там. Вот так вот. Так, ладно. На печи у меня получается чайник. И надо поставить кастрюлю. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Немножко жара уже, хорошо. Тепло. Из щучьей головы хорошая вкусная уха получится. О, все отлично. Так, заготовить еще дрова. Пару чурок сюда занесу. Ружье почистить. Оптический прицел отсыревает. Да, ружье все сырое. Потом начинает ржаветь. Вот так. На улице дождик такой. Тун-тун-тун. Когда снег будет, так хочется по снегу ходить. Не получается. Постоянно каждый день дожди. Прям все капает уже. Вот видите, вот успел еще дичь убрать, в амбар убрал. По-быстрому уже начал готовить ужин. И все, уже темнеет. Вот буквально там, я не знаю, минут 40. И вот начнешь идти по лесу, уже все. Уже нужен фонарик. Так что вот 3 часа я вовремя прихожу. 4 часа уже все. Уже фонарик нужен. Так что все четко рассчитано. И вовремя дошли. Сегодня пипец даже километраж я прошел. Очень много. А сейчас пускай льет хоть. Сейчас я буду отдыхать. Раскалю сейчас чурку и разденусь уже все. Надо отдохнуть. Вот еще живой. В целости, сохранности. Эй. Морда наглая. Балдеет там. Сколько риса для него там есть.
Ну вот, ребят, очередной ужин. Получается третий ужин. Рыбу буду есть. Жареная рыба. И еще варится уха. Ну, уха это получается. Может сегодня, может тарелку съем. Но основное завтра. Уже не надо думать. Вот я приду с леса и не надо думать, ой, ну что же приготовить. Завтра будет уха у меня. На послезавтра, наверное, приготовлю уже с завтрашнего вечера. Буду готовить вот это внутренности у рябчиков, у глухаря. И буду отваривать долго, чтобы оно стало мягким. А о сегодняшнем дне, в принципе, что там говорить. Очень много я прошел, устал, реально устал. И все показал, как было. Немножко повезло сегодня. Посмотрим, что будет завтра. Завтра в планах у меня ходить в основном по ельнику, вдоль реки. И хочется еще посвистеть. И завтра еще погода будет дождливая, послезавтра уже проясняется. Более-менее дождя хоть не будет. Такой прогноз. Но все равно, если такого сильного дождя не будет, я буду ходить, как и сегодня, как и позавчера. Ой, вчера то есть. Посмотрим, что нас ожидает дальше. Хочется еще поохотиться, посвистеть рябчиков. Ну, глухари уже завтра по таким местам. Ну, посмотрим. Может, еще куда-то схожу, там новые вырубки там посмотреть или не знаю. По настроению. В общем, что будет завтра, уже посмотрим в следующих сериях. Или сейчас сразу. Я не знаю, как я буду монтировать этот фильм. Все, ребят, давайте. До завтра. Я сейчас ем окуней и отдыхаю. Еще ружье надо почистить. Потом уже отдыхать. Завтра рыбалка будет. Завтра проверим жерлицы. И не знаю, сегодня просто у меня времени не было. Я вот успел еще уху приготовить, и все стемнело уже, все, тьма на улице. Вот так. Все. Теперь все, давайте до завтра. Люблю болтать. Так, вроде все. Такс. Ну вот, ребят, первый снег, наконец-то. Вот так все выглядит. Сыро, неприятно, но зато первый снег. Все это будет таять, капать. Это будет жестко, конечно. Есть. Попал. Где-то здесь, ребят. На этом или на той березе вот. На березе сидел. Не знаю, где он. Или еще дальше. Вот он. Живой еще, что ли? Нет, умер. Смотри, вон туда зашла птица. В воде, блядь. Камнем упал он. Да, на этой березе и сидела. Добыл первого рябчика. Сейчас хорошо искать. Следы свои я вижу.
Я думал, на этой березе или на другой еще. Но примерно 35 метров, наверное, первого самца добыл. Одна птица с той стороны подлетела, села, и этот там еще сидел, свистел. Потом самочкой я начал свистеть, он не выдержал и сел на березу, и такое окошечко хорошо видно было. Думаю, ветка какая-то помешает, но нет. Наша птица, все, добыли, первый. Начнем с малого, надеюсь, не последний, ребят. Идем дальше. Ребят, ничего не успел сделать. В том смысле, что не успел камеру даже достать. Вот береза. Буквально 10 метров от меня сел рябчик. Вот он лежит. Хорошо попал, хорошо упал. Пацан. Вон он. Короче, шел. И дай, думаю, посвящу. На первый свист сразу подлетел. В сосновом лесу, оказывается, рябчик сидел. И у меня крышка от оптики еще закрыта была. Открыл и успел еще выстрелить. Он заметил меня, думаю, улетит, но наша добыча. Надеюсь, не последний. Там еще откликнулся один по пути. Не знаю, увижу, нет его. Тут 3 штуки не подлетают. И никак подойти. Вот самочка, здесь самец, там самец еще. Один подлетел за этими елками где-то. Ближе не подходит. Смотрите, какая картина сейчас. Преобразилось все. Из серого в белое. Короче, решил я сходить до одной вырубки еще. Там не был. Там дорога, времянка идет. И, короче, там гляну. С рябчиком пока тишина. Где рябчик есть, откликаются, но не подлетают особо. Им хочется сегодня тоже, как сказать, радуются первым морозам. Сегодня прохладнее, снег пока не тает. И они активные, свистят. В нескольких местах их встречал, но не подлетели. Вот, ладно, сейчас схожу по вырубкам, побродим, посмотрим издалека. На белом фоне, если увидим черную точку, это глухарь или косач. Не знаю, посмотреть надо. Самому интересно, там не был. Посмотрю, схожу. Вот так выглядит зимник. Это зимой здесь лес вырубали. Канавка. Землю поднимают. Ну, немножко подровняли. Лес вырубили, вывезли и забыли. Все. Не так, что идеально ровно сделать, выкорчевывать там. Нет. Это все на скорую руку дорога. Зимой, как бы, со снегом дорога ровная. Ну, для вывозки леса нормально все получается. Вон там вырубка, хочу еще до туда сходить. И пойду еще по лесу вдоль болота. Если ничего нету, все, пойду к реке. Вон, смотрите, сколько прошел, где-то на метров 700, наверное. И дорога куда-то идет, и идет, идет. Еще 1,5 километра. Такую площадь хапнули тут. Просто огроменную площадь. Ну, лес особо я не вижу, что вот такой хороший был. Совсем мелкотоварный какой-то. Но туда идти смысла я не вижу, во-первых, и мне не по пути. Я сейчас пойду направо, там болото, прям до болота все скосили. Даже просвет видно. Да. Пойду до болота, и вдоль болота еще до дороги. Такой кружок будет. В общем, ничего нету тут. Вот такие дела. Так все и выглядит. В принципе, здесь болотистый такой, чисто сосновый лес был.
Ни разу пешком здесь не ходил, ни разу. Даже до вырубки и после выруба вот первый раз здесь прохожу. Ладно, все равно схожу туда, пройдусь. Километраж намотаю, хотя бы 15 километров, если будет сегодня, достаточно. Идти сухо, даже вот здесь вот. Получается здесь Волок. Не знаю. Ну, каждый 15 метров обычно делают там. Новая технология, вот такие пни. Мы ручной рубкой рубили бензопилой. Вообще заставляли вообще за подлицо там резать. Допускается на какой-то процент от диаметра. Скажем, если 20 сантиметров, ну, может, 5 сантиметров допускалось, чтобы от края земли торчал пень. А сейчас, пожалуйста, стригут поверху снега. Все изменилось. Все. Вот, смотрите, какая древесина здесь. До 10 сантиметров все вот. Мало деревьев, где, скажем, от 15 и выше, 18, скажем. Мелкотоварник. Все подряд стригут. Не, раньше мы все это оставляли, но здесь хоть более-менее что-то оставили даже, но это такие мы вообще не вырубали особо. Мелкие они. Да. Ну вот, стена леса, которая осталась. От силы 10 метров высота. Скажем, 4-метровый. 2 бревна выходит. Ну и по диаметру. Но это предпринимателям вообще невыгодно, конечно. Вообще невыгодно такая древесина. Это, я не знаю. На соляру больше денег уйдет. Ну, чтобы вы знали, ребят, зрители мои, которые пишут там, где дичь. Нет у вас дичи там еще. Уходит дичь с этих вырубок. И это малая часть того, что я показываю. Бесконечные поля там. Если все это показать, волосы дыбом станут. Ну, чтоб понимали, все показал. Реалити шоу. Вон куда-то туда еще вырубка идет и дальше, и дальше. Короче, здесь больше километра еще в длину. Делянка большая. Если ручной валкой целая бригада, это за всю зиму не свалило бы. Они бы валили всю зиму, работали, деньги получали за это каждый месяц, всю зиму. А сейчас харвастеры это за пару дней. Реально за пару дней это стригут. И все. Вот и разница. И обычным людям работы нет. Как раньше было, в лесопунктовские времена. Не по теме, конечно, это. Не касаемо охоты, рыбалка, это что вот про жизнь рассказываю, что-то. Ну, а что делать? Все равно ничего нету. Не выстрела, ничего. Пока. Я надеюсь, еще что-то будет. Вот по этой Волоху, ой, хорошо идти будет. Все здорово. Осень сухая, воды нету. Класс. Да, там до края. Там уже получается болото.
Вот поэтому болота и высыхают тоже. Раньше определенное расстояние до ручьев, до болот ничего не разрешалось. И вот такие дела. Я и говорю, все изменилось. Вот здесь камушки глухари должны тоже собирать, но вот, видишь, ни одного взлета нет. Я думал, здесь косачей подниму. Не оказалось их тут. Вот так бывает. Еще в упор подлетел, блин. А вот он. Опа, почти потерял. Ну вот. Молча прилетел. Вот он, самец, ребят. Вот очередной самец, ребят. Добыл, сами видели, в упор подлетел. И бывает, они замечают и улетают. Но вот дождался выстрела, и птица наша. Ну, решил, уже иду в сторону реки. Пока сосновый такой сорный лес, но там дальше уже ельник начнется, березняк. Ладно, идем дальше. Где-то надо чай попить. Пальцы одубели, ребят. Немножко надо согреться. Чай попью. Небольшой костерок сделаю. Особо не заморачиваюсь, конечно, с костром, но сегодня без костра, но никак. Пальцы одубели, блядь. Сберести что-нибудь. Сухого ничего нету. Все отсырело. Такой вот дождь. Ну не дождь, а снег таять начал. Такие дела. Обязательно в пакетах спичку держите, иначе удачи не видать. О, просто погреться еще. Я ничего кипятить не стану. Не надо чуть-чуть руки погреть. Резиновая перчатка нужна. Рукавицы, перчатки, хоть что. Вот и все. Одубели руки.